Всем привет, с вами Pain, и сегодня у нас будет обзор распаковка PlayStation Portable модель Street. Давайте начнем с распаковочки. Когда-то я покупал вот такое вот специальное издание, если так можно назвать, PSP-шки и 2 игр. PlayStation Portable Street E1000 – портативная игровая консоль производства Sony Computer Entertainment, анонсированная 17 августа 2011 года на игровом съезде Gamescom 11. Данная модель является измененной версией PSP 3000 и позиционируется как бюджетная. Консоль вышла в продажу 26 октября 2011 года и производится исключительно для европейского рынка. Технические характеристики. ЖК-экран 4,3 дюйма, 10,9 см, 16:9, прозрачная матрица TFT. Звук монодинамик, дисковод Universal Media Disc. Потребляемая мощность около 6 Вт при подзарядке. Размеры корпуса примерно 173 на 74 и 22, то бишь миллиметр, конечно же, ширина, высота, толщина без учета выступающих частей. Вес приблизительно 223 грамма с батареей. Изменился дизайн корпуса и его материал. Теперь это матовый пластик, схожий с текстурой Sony PlayStation 3 Slim и устойчивый к царапинам, загрязнениям, следам от пальцев. Надпись Sony теперь выгравирована на корпусе и извращена на правую сторону. Нижние кнопки теперь заменены общей мембраной панелью. Убраны кнопки регулирования яркости, теперь эта функция регулируется только в настройках, и мгновенного отключения звука. Два стереодинамика теперь заменены одним монодинамиком, крышка AMD отсека теперь занимает почти всю заднюю часть консоли, вследствие чего аккумулятор стал встроенным. AMD дисковод теперь находится левее, у крышки также убрано металлическое кольцо, вместо него ребристое углубление, в центре которого выгравирована надпись PSP. Рычаг включения и выключения блокировки консоли был перенесен вниз. Это было сделано, чтобы избежать случайного выключения консоли во время напряженной игры. Отсек для Memory Stick Duo Pro был перенесен вверх, и у него была убрана заглушка. Индикаторы включения карты памяти также были перенесены вверх. Самое важное изменение – это возможность сетевой игры и выхода интернета и общения посредством Skype отсутствует, то бишь отсутствует модуль Wi-Fi и микрофон. Также отсутствует выход для TV кабеля, пульта управления наушниками. И также отсутствует кнопка Нота. Все остальные функции остались прежними.